Здравствуйте, мои дорогие, любимые! С вами снова канал Life. И сегодня у нас с вами гадание на замечательную тему «Какое новое начало вас ждет скоро в жизни?». У нас с вами будет 3 позиции, потому что расклад развернутый на 8 вопросов. И гадать я буду на Таро Призма Visions и Оракуле Cosmic Visions. Это 2 сочетаемых друг с другом оракула и Таро и оракул, да. И у нас с вами будет получается 3 позиции я буду выкладывать на Таро, а потом буду уже докладывать разные карты, да. Напоминаю, что видео всегда актуально в момент вашего просмотра. Итак, перемешиваем нашу колоду Таро сначала, да, и выкладываю 3 карты, 3 позиции. Напоминаю, что вы можете также обращаться ко мне за индивидуальными раскладами, консультациями и ритуалами, писать мне в Viber, WhatsApp, ВКонтакте, в Instagram, в Telegram. Я вам отвечу, сообщу все свои условия, цены, и мы с вами обязательно поработаем. Итак, давайте камушки выставлять. Первый – это дымчатый кварц. Он такой космический, да. Второй будет яблоко из полосатого оникса. И третий будет флюоритовая пирамидка. Вот такая замечательная, и у нее внутри есть радуга. Первая, вторая, третья позиции. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, а мы начинаем. С самой первой позиции, остальные я пока вот так вот отодвигаю в сторону. Итак, новое начало в вашей жизни. Какое новое начало вас ждет? Наш дымчатый кварц. Он прозрачный. Итак, первая карта и первый вопрос. Как раз-таки, какое новое начало вас ждет, да, в жизни. То есть первый вопрос сразу же отвечает. И это рыцарь кубков. Ну, рыцарь кубков, конечно, очень хорошая карта, которая говорит о том, что действительно у вас идет продвижение в жизни вперед. И новое начало – это либо новая любовь, да, ну вот новое начало, новые чувства. Новая любовь, новый человек, новые отношения, либо обновленные отношения. Отношения как будто бы начинаются, может быть, как с нуля, да. Либо это новый путь творчества, то есть когда вы, допустим, или едете, переезжаете куда-то и начинаете новую работу, новый проект, новый творческий проект. Может быть, занимаетесь каким-то интересным делом. Карта часто показывает чье-то прибытие, приближение, может быть получение предложения нового для вас, да, в жизни. То есть что новое приходит в вашу жизнь, что новое начинается, так это чье-то предложение, и с этого начинается, допустим, там, деятельность, отношения, рабочие отношения, сотрудничество. Если дело касается любви, конечно, вы можете получать подарки, знаки внимания, может быть, приглашение на свидание, да. Бывает, что эта карта показывает именно путешествие, допустим, переезд, или, может быть, чей-то приезд. Ну, допустим, приехал там ваш любимый человек, друг, гость какой-то издалека. Вот. Карта очень хорошая, карта очень веселая, карта светлая. Она говорит о том, что приближается в жизни светлая полоса. Это важно, то, что вы вытянули именно хорошую карту, первая позиция. Именно для вас вышла очень позитивная карта, позитивный аркан Таро. Не какой-то негативный, плохой, да, а новое начало, самое-самое лучшее. Вот именно как будто новая жизнь начинается. И, конечно, вот это новое начало, оно может быть связано с человеком. Какой это человек? Это очень чувствительный человек. Он тонко чувствует все вокруг себя. У него очень развита интуиция, он может обладать даром ясновидения, яснознания. Скорее всего, это мужчина. И он очень обаятельный. Вам, привлекательный этот человек. Даже если вы мужчина, вы к нему как к другу, может быть, хорошо относитесь. Если вы мужчина, вы можете к кому-то идти со своим кубком чувств, да, и признаваться в любви, и с этого начинаются отношения. Вообще, карта говорит о человеке, который везде и всем приятен. И, может быть, вы столкнетесь с таким человеком, который начнет новый этап вашей жизни. Я считаю, что эта карта даже может вас направить по пути вашего предназначения. То есть, когда вы видите перед собой, да, какое новое начало ждет, это явно начало пути вашего предназначения, когда вы наконец-то выполняете свою миссию, да, и делаете то, что вам по душе и по сердцу.
Давайте будем дополнять этот расклад, потому что я чувствую, что здесь на остальные вопросы обязательно нужны ответы уже, да? То есть вот давайте посмотрим, что в вашей жизни временно, что тленно для вас, что является для вас, вот, ну не знаю, приходящим и уходящим, или, как сказать, проходящим сейчас, от чего вы уже будете отказываться, отходить. От рыцаря Пентаклей. Вот видите, в вашу жизнь идет рыцарь кубков, а рыцарь Пентаклей, ну, получается, временный человек или временный этап в жизни. Что такое рыцарь Пентаклей? Это путь обязанности. Ну, то есть, когда, допустим, вы сейчас пойдете по пути сердца, а до этого был путь долга. Путь может быть чопорной какой-то, бессердечной работы, да, то есть когда человек вроде как любит свою работу, но он рутинно работает, у него нет увлеченности, вот такой вот искренней увлеченности. Это вроде как честный человек, да, он идет по честному пути, это все понятно, но рыцарь кубков идет именно по пути интуиции и сердца. Вот вы шли по пути разума, это проходит, да, а по пути сердца вы только пойдете. Но также рыцарь Пентаклей показывает медленный ход, почти стояние на месте, когда вы долго ковыряетесь на одном месте. А рыцарь кубков – быстрое продвижение вперед, все-таки с большей скоростью. Более того, рыцарь Пентаклей, если это человек здесь, это такой суховатый, неромантичный человек, не очень чувствительный, все решающий логикой, разумом, ко всему имеющий какой-то вот такой продуктивный подход. Рыцарь же кубков заботливый, приятный и веселый. Может быть, вы одни отношения смените на другие отношения. Отношения формата рыцаря Пентаклей, где нет когда ты ночью после всех, кого ты приняла, и все это записываешь. Когда не было особой романтики, когда не было особой чувственности, сексуальной близости, да, рыцарь Пентаклей, а рыцарь кубков романтика, свидания, цветы, подарки, сексуальная близость, красивые слова, гуляние под луной. Вот понимаете разницу? Хорошо. Что вас в жизни защищает? Давайте посмотрим. Рыцарь жезлов. Ну, ничего себе. Рыцари. У вас третий рыцарь подряд падает. Для меня это мистика. Я же тасовала колоду и вот всю ее перемешивала, во-первых. Во-вторых, я этой колодой вообще постоянно работаю. А в-третьих, ну, как они подобрались, я из разных мест колоды карты тяну. Ну, то есть это вот настоящее волшебство. Получается, что эти рыцари, они, ну, означают, по сути, действия. Да? То есть в вашей жизни в скором времени, вот, допустим, от каких-то планов, от каких-то, может быть, состояний там, заторможенности вы перейдете к действиям. То есть активные жизненные действия, когда вы выработали какую-то стратегию и реализуете эту стратегию, когда вы решили в жизни во что бы то ни стало сделать что-то очень важное, нужное, добиться чего-то. И мое мнение, что вот что вас защищает, да, ваша броня, это рыцарь жезлов. Вот эта карта, она показывает, во-первых, энергетическую защиту. То есть рыцарь жезлов – это сила огня, да. Естественно, это энергетическая защита. У вас есть энергетическая защита, она вас защищает. И более того, возможно, какой-то человек, то есть мужчина. Может быть, мужчина очень сильно за вас беспокоящийся, человек яркий, человек подвижный в жизни. Может быть, даже, там, не знаю, спортсмен, водитель, там, или человек, постоянно просто передвигающийся за рулем, активный по жизни, лидер по жизни, свободолюбивый человек, да, но все-таки он пытается в жизни вас защищать, то есть ему хочется вас защищать. Может, это ваш друг, может быть, это ваш любимый человек. Но три рыцаря, то есть вы от слов переходите явно к делу, да, в жизни. Хорошо, что вами движет? Тройка мечей. Вами движет то, что вы в жизни обжигались и приобрели негативный опыт, который вас чему-то научил. Вы начали разбираться в людях, вы начали что-то понимать, когда вам врут, когда не врут, когда искренне человек говорит, а когда он чего-то от вас хочет, вы это все насквозь видите.
и, соответственно, это вами движет. То есть я уже разбираюсь в людях, я имею кое-какой опыт, я обжигался, обжигалась, я знаю, каково это, как это тяжело обжигаться, как это трудно. И я знаю теперь, как мне в жизни действовать на основе этого. И я уже не боюсь, потому что я знаю, как из этого выбираться. То есть я могу столкнуться с этим снова, с чьим-то предательством, но я уже так и не поверю, и не буду, самое главное, возлагать на кого-то свои надежды. Что означает тройка мечей? Это когда вы на кого-то или на что-то возлагали надежды. Слишком сильное ожидание, правильно же? А потом вы уже столкнулись с реальностью, что ваши ожидания, скорее всего, не оправдаются. Ну и не все люди обязаны оправдывать ваши ожидания. Не все это обязаны. Каждый живет в своей голове, в своем теле, в своем уме, да? И у него своя цель. И если вы кому-то, как говорится, приписали свои ожидания, что ж, тройка мечей, тогда эта карта очевидная здесь. И вы теперь знаете, ни на кого надеяться в жизни не надо, и нельзя, и не стоит, да? Хорошо. Что свергнуто в вашей жизни? Вот что вы уже, получается, убрали, да, отказались и не хотите с этим больше. Дьявол. Вы отказались от дьявола, от темной энергии в своей жизни. Это энергия зависимости, это энергия различных беспутств, да, когда человек грешит, когда человек ерундой занимается, там, допустим, заключает сделки с темными силами, вступает там в треугольники, там, в отношения с женатыми, с замужними, может пытаться искать денег в казино или пить, да, то есть может обжираться. То есть дьявол — это любые зависимости, любые негативные отношения на основе каких-то, взаимного обмена, то есть когда люди взаимную корысть имеют. Вот. И также обсуждение за спиной. То есть вот любые пороки, вы от них отказались на самом деле, вы их свергли, вы смогли преодолеть внутри себя тьму. Это очень хорошо, я вас хвалю прям. Давайте посмотрим, кто вас слушает на сегодняшний день. Кто вас слушает? Девятка кубков. Девятка кубков, вас слушает какой-то человек, довольно с сильными программами одиночества. Все-таки это человек довольно ленивый, но получающий от жизни все блага и удовольствия. Этот человек может жить даже лучше вас. Или не так много хлебнул, ему еще предстоит хлебнуть, да, в жизни опыта. Вот. И поэтому он вас слушает. Потому что как будто бы меньше имеет отработок, вот так, и больше в жизни как-то имеет зону комфорта, то есть мало себя заставляет работать на самом деле или делать что-то через силу. Может учиться у вас некой дисциплине, например, почему бы и нет, или подвижности, потому что сам этот человек очень нерасторопный прям. Хорошо. Какую роль в вашей жизни играет традиция, религия и чье-то мнение? Какую роль в вашей жизни играет традиция, религия и чье-то мнение? Туз мечей. Это как вот воткнутый меч, да? То есть вы спорите. Вы спорите с чьими-то вот такими застоявшимися убеждениями на самом деле. Вы выставляете свои убеждения в ответ. И получается, у вас происходит внутри чувство ультиматума. То есть, когда вы сталкиваетесь, допустим, с традициями религии, допустим, с какими-то чьими-то там семейными традициями, даже вашей семьи, но которые вас не устраивают, да, или чье-то мнение, которое вас не устраивает, вы будете спорить, вы будете втыкать этот меч в землю, типа все категорично нет и все. Вот. Допустим, вам говорят, по традиции твоего народа твои родители должны тебя женить или выдать замуж. Вы говорите, нет, я с этим никак не согласен, не согласна, буду по любви выходить. Да? Вот. То есть как-то так. Хорошо, давайте посмотрим, что было построено вами в жизни. Что было вами в жизни построено. Восьмерка мечей. Вами в жизни была построена стена. Натуральная стена между вами и другими людьми.
Вы себе построили тюрьму, эмоциональную тюрьму. Я это так вижу. Она очень прочная была в свое время, она была очень мощная. И вы все время ждали, что вас из этой тюрьмы как раз-таки кто-нибудь-то и спасет. Но ничего этого вы не дождались, а столкнулись с тройкой мечей, которая показала, что ваши ожидания, они просто были сотканы из иллюзий. Да? Излишние ожидания были, совершенно излишние. Те, которые, наверное, не стоило ожидать. Вот. Поэтому я так могу сказать, что да, так вот вышло в жизни, что вы построили себе именно ловушку, эмоциональную тюрьму, тюрьму из ваших каких-то комплексов, из ваших самоограничений, и оградили себя этой тюрьмой от других. Но вы там посидели, вот посмотрите на карту внимательно, да, за этой тюрьмой, за этой стеной там, да, посидели и подумали, что, наверное, хватит, пора переходить в состояние рыцарей, пора действовать в жизни и отказываться от дьявола и понять тройку мечей свою. Хорошо. Давайте посмотрим советы от карт теперь на колоде Cosmic Vision. Какие советы вам дадут Таро на сегодняшний день? Десятка деревьев. Так, девятка деревьев. Интересно подобрались. Восьмерка лотосов. И девятка лотосов, хотя я совсем с другой части колоды доставала. Ну вот они как-то сегодня вот так решили выстроиться. Ну, карты здесь выпали очень позитивные. По сути, карты Таро вас поддерживают. Они говорят о том, что в жизни вас ждет процветание, очень хорошее семейное, жизненное, социальное положение, богатство, может быть, ну или как, по вашим меркам, да, хорошее финансовое состояние. И они вас просто просят совершить переход. То есть карты здесь показали, что вы можете просто взять и поплыть, ну как бы поплыть по течению Вселенной и выплыть на волну счастья. То есть из одного состояния, да, вот даже посмотрите, они же друг за другом идут, они же складываются, эти карты, каждая из этих колод, в общую картину, и вы здесь увидите, ясно увидите, вот допустим, раз они друг за другом встали, да, я могу их сложить, картину, видите? Получается, такие образовываются города, можно сказать, да, там подводный мир. И я здесь вижу вот особенно вот эту цепочку, что из разрушенного какого-то места, да, вы можете перейти в волну счастья, вот как будто бы. А здесь, ну, эти карты, они, конечно, вот так стоят у вас, но все-таки мы видим, что волна процветания, жизненное процветание, уцепись корнями за землю, да, будь источником. То есть, с одной стороны, ты должен уцепиться корнями за землю, брать энергию земли, да, и быть счастливым человеком, процветающим, закрепляться в обществе, закрепляться в мире, а с другой стороны быть источником. Источником счастья для других людей. Что это значит? Это когда вы даете людям добро от себя, да, передаете добро. Когда вы раскрываете душу, ведь мы все разные, мы все не без греха, у каждого своя история. Вы не можете осуждать кого бы то ни было, пока вы не оденете его обувь и не пройдете полностью его жизнь, его путь, да, в этой обуви. Поэтому я вам так могу сказать, что нужно просто быть добрым и быть источником любви. Если вы источник любви, вы будете черпать любовь безгранично. Вот об этом вам сказали карты. И достаточно сделать переход, ну вот куда-то переплыть, чтобы быть на волне счастья. Ну, такая вот у нас первая позиция. Очень мне она понравилась, такая душевная позиция. А мы перейдем дальше. Мы перейдем к позиции номер 2. Так. Яблочко из полосатого уникса. И наша тема гадание онлайн на Таро, какое новое начало вас ждет. Да? И первая карта как раз и есть, какое новое начало будет в жизни. Луна. Ну, Луна карта многогранная, я вам скажу. Она, например, может, вот Луна означать, что вы откроете магический салон или пункт оказания магических услуг, эзотерических услуг. А почему нет? Какое новое начало вас ждет, да? Новый бизнес. Новый бизнес, но основанный на какой-то тайне.
То есть не обязательно это магия, не обязательно эзотерика вообще. Это может быть психологическая консультация, астролог, да. Это может быть даже кино, фото, телестудия. Почему нет? Там же есть своя тайна, там есть создание некой иллюзии, там есть волшебство. Вот все самое волшебное кроется в этой карте, в карте Луна, потому что она связана с бессознательным. И когда мы видим Луну, мы знаем, что это может быть, ну не знаю, там психологический центр, может быть киностудия, может быть театр, да? Может быть там, не знаю, цирк, а может быть, допустим, даже приют для животных. Почему приют для животных? Потому что у каждого животного, попадающего в приют, есть своя тайна, во-первых, а во-вторых, на этой карте есть воющие собаки. Ну, они же воют на Луну от одиночества и боли, может, от того, что их бросили, да? И поэтому часто бывает, она означает приют для животных. И для каждого эта карта может означать что-то свое, понимаете? То есть Луна, она действительно очень разная для всех. Она может означать, что вы излечиваете свои психологические травмы, свои паники, свои тревоги. И это новое начало в вашей жизни. Жить без страхов и тревог. Для кого-то это целая эпопея на самом деле, потому что иногда люди страдают десятилетиями, а потом годами излечиваются. Понимаете? И, соответственно, вам это нужно понять, что у каждого свое новое начало, но вы должны услышать себя, вы должны услышать в этой карте именно себя. Карта показывает лунную дорожку и показывает лодку. Может быть, вы куда-то поплывете, и новое начало в вашей жизни – это переезд. Такое тоже бывает по этой карте, вполне. Хорошо, давайте возьмем наши карты и посмотрим, что в вашей жизни тленно и временно. Что уже должно проходить, потому что оно было только на время в вашей жизни. Семерка кубков. Вот видите, тленно и временно, да? Жить, пребывать в иллюзиях, да? Пребывание в иллюзиях, жить в иллюзиях. Но опять же, строить воздушные замки и ничем не подкреплять. Вот тоже, да? То есть это временно у вас было. Не понимать, чем надо заниматься, не понимать, что выбрать, не понимать, куда мне идти. Теперь буду понимать, куда идти. То есть строить иллюзии уже не для вас, это было временно. Заблуждаться не для вас, это было временно. Кому-то верить, кто вам врет, было временно. Вот видите, как интересно, семерка кубков, да, карта Скорпиона. И карта, конечно, показывает тоже некоторый мистический аспект. Единственное, тут как идет? Луна – это более определенное что-то, а семерка кубков – это совсем эфемерное. То есть, когда человек видит перед собой 7 разных вариантов и не может определиться, а куда ему, что ему выбрать в жизни, чем заниматься, как ему быть. Естественно, это состояние у вас было переходное и временное. Может быть, вы фантазировали о чем-то, знали, что у вас есть таланты или даже какие-то паранормальные способности, но вы не облекали это в форму. У вас не было формы для этого, понимаете? Хорошо, что вас защищает в жизни? Маг. Ну, во-первых, маг – это, опять же, умение строить свою реальность. Это вас защищает в жизни. Вы можете добиваться в жизни, чего вы хотите. У вас есть тело Творца. Дальше. Это может быть человек. Активный, яркий, с лидерскими качествами характера, чаще всего мужчина. Он тоже может защищать вас в жизни. И маг может означать, что у вас есть магическая защита, которая вам поставлена собой или кем-то, чаще всего кем-то, и она вас и защищает. Карта мага всегда показывает магию, она показывает творение, и она показывает невероятные, недюжинные способности, лидерские качества, умение управлять, манипулировать. Поэтому я вам так скажу, что это могут быть ваши качества, которые всегда вас защищают и защищали. Вы ловкий человек, скорее всего, очень ловкий. А еще вы явный эзотерик, потому что у вас Луна, семерка кубков и маг рядом выпали. Вы связаны с чем-то паранормальным. Вы необычный человек, не стандартный, не ординарный. Хорошо, смотрим дальше. Что вами движет? Десятка жезлов. Вы хотите разобрать целый воз проблем в своей жизни. Это вами движет. Вы хотите, чтобы в вашей жизни было все иначе.
Вы слишком нагружены, вы слишком перетрудились, у вас слишком много дел. Вы хотели бы их распределить, вы хотели бы меньше делать и работать, или хотя бы меньше перегружаться. Вы устали? Скорее всего, вы устали, а как каждый маг, который любит в этой жизни управлять всем сам, и еще и манипулировать, проявлять лидерство, вы, конечно, вы хотите сбросить тяжкую ношу и уже освободиться от нее. И это вами движет и будет двигать всегда. Хорошо. Что свергнуто уже в вашей жизни на сегодняшний день? 8 жезлов. Ну, здесь мы видим все-таки притаившуюся змею. Враг точно свергнут. Это во-первых. А во-вторых, карта показывает, свергнута вот эта торопливость. Вы знаете, когда ты слишком торопишься что-то делать, ты слишком торопишься, поспешишь людей, насмешишь, это называется, да? Слишком быстро стараешься там, ну, наделать выводы, резко сказать, может быть, импульсивностью страдаешь. Вот это у вас уже свергнуто, вы это преодолели в жизни явно. Вы уже не импульсивный человек. Вы хотели бы, может быть, когда-то быть импульсивным человеком, но с каждым днем все больше и больше вы убеждаетесь, что импульсивность должна уйти. И вы ее свергнули. Вы, скорее всего, уже ее победили, свою импульсивность. Кто вас слушает в жизни? Кто вас слушает? 2 жезлов. Ну, вас слушает человек очень спокойный, размеренный, и у него не хватает в жизни вообще, в принципе, эмоций. Вот есть такие люди малоэмоциональные, которые больше как бы спокойные, такие чуть-чуть тормознутые, что ли, как бы заторможенные. И такие люди, они могут разрываться долгое время между 2 огней. Почему? Потому что не знают, кому отдать предпочтение, чему отдать предпочтение, из-за своего излишнего тормозного спокойствия. То есть это обратный человек к вашему темпераменту. Потому что вы вот как бы наоборот, как из пушки стреляете, да, в чем-то вы подвижны очень сильно, и у вас очень острый ум. А здесь наоборот. Он как бы плавный весь такой, и ум плавный, медленно текущий, вяло текущий, равнодушный ко всему вокруг происходящему человеку. И, соответственно, вот эта 2 жезлов, да, это кто-то, кто философски вроде как смотрит на мир, но на самом деле имеет внутри какой-то просто вот камень. Он выглядит для людей таким, что он отрешенный и смотрит философски. На самом деле он, когда заглядывает внутрь, а там идеальная чернота, и он не понимает, он поэтому слушает вас, потому что он видит, что в вас этой черноты нет. Хорошо. Какую роль в вашей жизни играет чье-то мнение, религия или традиции семейные, там, народные? Жрица. У вас своя религия, свой Бог, который вы знаете, что религии нет, на самом деле их придумали люди, Бог один на всех. Вся Вселенная пропитана Богом, весь человек пропитан Богом, каждая клетка нашего тела пропитана Богом. У меня такое верование. Я чувствую, что у вас тоже. Что на самом деле религия — это какие-то просто традиции, да, которые люди придумали, чтобы почитать высшие силы. Но на самом деле Бог, Он один для всех, и Он просто существует. Да? Независимо от того, придумали мы религию или нет, зарезали мы барана или нет, да? Ему на это абсолютно плевать. Вот. И вы знаете, нет никакого седого старика в балахоне, который сидит на небе и все это смотрит. Вы это точно знаете, у вас свое мнение, да? И вы чувствуете, как правда. Вот. Жрица, она всегда чувствует. А как на самом деле? Вот у вас это есть. Вот какую роль и религия играет в вашей жизни? Наверное, никакую. Чье-то мнение, ну, наверное, тоже никакую роль. Вы можете кому-то прислушаться, кого вы уважаете. И кого вы видите, что вот он прав. Вот и все. А истину вы частенько видите в людях. Ну, и я так понимаю, что традиции не играют в вашей жизни никакой роли от слова совсем. Если бы вас заставляли выходить замуж, жениться или еще что-нибудь в этом духе, сидеть с кем-нибудь за столом, да, или там, не знаю, еще что-то, вы бы, наверное, просто отказались.
и не стали бы дальше в этом ковыряться. Вот и все. Хорошо. Что было вами в жизни построено? Отшельник. Вами было построено глубокое, невероятное, непоколебимое одиночество. Вы знаете, наверное, поняли просто, что в мире вы на самом деле один, а все остальные проекции вашего разума. Наверное, что-то такое философское, да? Ну, на самом деле, вами был построен, переход в другое измерение, что ли, вашему. То есть духовный рост, вы познали, может быть, какой-то уровень духовного роста. Давайте так скажем. Уровень хотя бы. Я не могу сказать, что вы идеально духовно выросли, и каждый, кто посмотрел вторую позицию. Возможно, нет. Но частично хотя бы. Тем более, что карта отшельника выпала с жрицей. Будто бы вы просто один путник, идущий к просветлению. Вот так. Даже если окружающие есть, вы понимаете, что вот в этом мире есть только одна сила. Сила всей этой вселенной, да? Сила жизни, сила сознания, души, может быть. Вот кто как называет на самом деле. Ну, это как-то вот философски более-менее смотрите на этот мир и считаете, что что начнется в вашей жизни, да? Опять вернемся к этой карте Луна. Какое новое начало вас ждет? Вот это путь по лунной дорожке, да? Я считаю, что это может быть даже духовный путь. Или просто путь просветления, эзотерический путь. Учитывая остальные карты, которые мы с вами в итоге раскрыли, да, окажется теперь, что может быть это очень что-то такое светлое, что-то такое впечатляющее других, но покрытое тайной. Хорошо, давайте посмотрим, какие советы вам дадут Cosmic Visions. Интересно же. Мне придется думать, собирать картину и думать. Потому что вот так за 2 минуты я не скажу совет от Таро по этим картам. Тут и карты выпали. Вот знаете, не знаю, настолько глубокие. Самое интересное, вот есть такая религия, она называется Умбанда. Вы, наверное, может быть, слышали, это в Бразилии. И вот этот вот шаман, шаман я его назову, шаман Земли, да, очень сильно похож на этот культ. Дальше мы видим романтика, да, мы видим жизнь на Земле, и мы видим смерть. Вот, как? Что вам сказали карты этим? Что они сказали? Что вам нужно просто жить, мне кажется, в ритме этой Вселенной. Просто соотноситься с ритмами Вселенной, особенно Земли, Матери Земли. Почему я так думаю? Потому что я вижу здесь жизнь на Земле. В чем она заключается? Здесь обнялись люди, да? Карта показывает, что вы же живете на Земле, на этой планете. Даже если вы как будто бы не заземлены и уже оттолкнулись, да, и летите как будто куда-то, развиваясь вверх, но вы живете на Земле. И видите карту романтика? Как будто бы карта вам указывает, что вам еще любить. Вот в жизни вам еще любить. Несмотря на ваше внутреннее одиночество, несмотря на то, что вы как бы развиваетесь духовно, что-то такое делаете, но вам в жизни еще нужно познать любовь. Вам нужно в жизни познать магию Земли. А любовь и магия Земли, они абсолютно друг с другом перемешаны. Почему? Потому что Земля, она разделила нас, да, на 2 пола, и, соответственно, на этой Земле мы воспроизводимся с помощью телесной любви. И нам приходится друг друга любить, да? Допустим, где-то в высших сферах не делятся души на пол, и они понимают просто, что мы все единое целое, и не нужно там, да, любить какой-то объект, там, сексуальный объект и так далее. На Земле все по-другому, все дуально. И поэтому вам придется с этим соотноситься, и как бы высшие силы вас, как бы вы ни были одухотворены, ведут к этому. Они говорят, тебе придется познать любовь Земли, тебе придется познать
любовь на земле, жизнь на земле и даже смерть. Почему? Ну, потому что никто из нас на земле не остается, это первое. А второе, как бы вы ни соединялись с кем-то на этой земле, как с человеком, вам все равно когда-то придется с ним расстаться. И просто когда ты умираешь, ты с ним расстаешься, ты никого не сможешь забрать с собой на тот свет. И карты здесь очень философские выпали, да, что у вас еще в жизни многое предстоит, что вам придется весь этот путь пройти, и вы от него никуда не денетесь. Но самое главное здесь это быть в ритме, вот именно в общем ритме жизни со Вселенной и с Землей. Что Земля, она и есть то, с чем вы должны подружиться. И та энергия, с которой вы должны соприкасаться и дружить. То есть вам нужно заземление в любом случае. Я это так вижу. Может быть, вы видите по-другому. Карты здесь явно сказали, что кто-то любит вас. Понимаете? Кто-то любит вас в любом случае. И вам в жизни придется все равно это пережить. Ну, вот такая вот у нас вторая философская позиция. А мы идем дальше. Мы идем к позиции номер 3. Наша флюоритовая пирамидка. И первая карта у нас. Какое начало? Новое начало вас ждет в жизни. Влюбленные. У вас идет начало любви. Ну, любви как? Любви к чему-то или к кому-то. Что-то по сердцу, что-то по душе. Путь вашей души, да? Путь вашего сердца. Я считаю, что влюбленные в первую очередь, ну, это любой таролог будет считать, намекают на пару. Ну, то есть, какое новое начало ждет? Либо сильное улучшение каких-то взаимоотношений с человеком, которого вы уже любите, либо это новая любовь, роман, счастье, радость, там, брак, дети, может быть, просто свадьба, совместное проживание. То есть карта показала, что у вас начинается эра любви в жизни. А может быть, это любовь к какому-то делу, творчеству, жизнь по сердцу, путь по сердцу. То есть когда ты идешь просто по пути своего сердца, предназначения, да, и ты любишь то, что ты делаешь. Но с кем-то все равно это союз. Ты все равно будешь делать это не один. Влюбленные всегда предполагают, что ты делаешь что-то с кем-то. Они никогда не показывают одиночество. Это карта, говорящая о том, что как бы ты ни хотел быть одиноким, ты все равно будешь рядом с кем-то. И это новое начало в твоей жизни. Может быть, раньше у вас сквозило все время одиночество в жизни, а теперь вы поймете, что такое парность. Или что такое союзы на самом деле. Вот от всей своей души поймете. Что в вашей жизни тленно и временно? Давайте посмотрим. Туз жезлов. Ну, туз жезлов, он показывает, что в вашей жизни временно это страсть и запал. То есть вы, чем бы вы ни вдохновлялись, потом это резко проходило. Вы не хотели продолжать просто потому, что запал исчез. И в этом ваша большая проблема. Потому что был бы это человек, было бы это какое-то дело, творчество, там, не знаю, книги, музыка, что угодно. Запал пока есть, вы это делаете. Запала нет, вы это уже не делаете. И ничто, и никто не может заставить вас это делать. Поэтому самое временное, что есть в вашей жизни, это энергия вот этого запала, энергия огня, энергия, когда вы чем-то воодушевляетесь. Вы считаете даже подсознательно, что нельзя быть все время воодушевленным. Хотя можно, но вы считаете, что точно нельзя. Что вас в жизни защищает? Карта суд. Суд здесь это дверь во Вселенную, которая открылась для вас. Вас защищает сама жизнь, Вселенная, ваша карма, ваша миссия в жизни. Вы для чего-то сюда пришли. Вы это сделаете, и пока не сделаете, не уйдете. И пока не сделаете, ничего с вами не произойдет. И это вас защищает. И будет защищать, пока вы это не сделаете. Каждый из нас пришел сюда для чего-то. Но у вас, по крайней мере, есть ощущение, что вы
живете, и вами что-то движет, понимаете? У вас есть вот это ощущение, что Вселенная вами руководит, Бог вами руководит, у вас есть цель, миссия, и вы должны это сделать, вот и все. И это вас будет защищать. У вас есть подсознательная уверенность, что с таким человеком ничего не произойдет, потому что он должен сделать что-то. Что пока он не выполнит все свои задачи, с ним ничего не произойдет. Ничего не будет. Вот, он останется здесь, на этой земле. Хорошо, давайте посмотрим дальше. Что вами движет? 4 мечей. Клятва. Вы знаете, вы как будто бы дали обет. Не знаю, клятву. Как будто бы, может быть, в этой жизни или в прошлых жизнях вы дали какой-то обет. Вы поклялись что-то сделать. Вы можете этого помнить или не помнить, но у вас эта клятва живет, она есть. Понимаете? И вы, несмотря ни на что, будете за этой клятвой идти. Если вы ее не помните, эту клятву, это хуже, потому что вы не знаете, зачем вы идете, да? Но подсознательно, по крайней мере, чувствуете, что вам вот это надо выполнить. Если вы помните эту клятву, это очень хорошо. Потому что вы точно знаете, когда и что нужно сделать, понимаете? Но клятва была, совершенно точно. Она была. После очень жизненных больших переживаний, трудностей вы что-то поклялись. Что свергнуто в вашей жизни? 4 жезлов. Возможно, вы развелись или уволились. То есть, или это уже решено. Вот так. Если это так, то свергнут какой-то институт семьи, брака, или вы уходите с работы, эта работа больше не ваша, все. Вот либо то, либо другое. 4 жезлов. Может быть, свергнуто, снесено здание, конечно, но это реже. Чаще всего свергнуто именно состояние союза. Союза и вот прочности этого союза. То есть, либо это контракт, либо союз, брачный контракт. Возможно, вы развелись. Вот у меня больше это всегда. Как бы развелись, разошлись, ушли откуда-то. Из какой-то стабильности вышли. И сейчас вы готовы все поменять. Хорошо. Кто вас слушает в жизни? Кто вас слушает? Башня. Вас слушает человек, у которого произошло в жизни что-то очень плохое, разрушение. И этот человек находится в кризисе. Почему он вас слушает? Он считает, что он с вашей помощью из этого кризиса сможет выйти. Этот человек пережил потери. Этот человек вышел из зоны комфорта. И ему сейчас не сладко. Вот такой человек слушает вас. И я считаю, вы должны ему помогать. Потому что каждый из нас играет роль в жизни других. И это неизменно. Мы все обмениваемся энергиями друг с другом. Если бы этого не было, мира бы вообще не было. И когда кто-то нуждается в нас, значит, так надо. И этот человек терял, этому человеку было плохо, и плохо сейчас. И этот человек находится в очень трудных жизненных обстоятельствах. Кризис, настоящий кризис, вышел из зоны комфорта, все. И переживает это. Тяжело ему, конечно. Какую роль в вашей жизни играет чье-то мнение, религия, традиции? 4 пентаклей. Сильную роль. Сильную. На вас это влияет. Ну, так вышло в жизни, что если вы приверженец какой-то религии, вы будете соблюдать. Или будете верить, что так оно и надо. Если у вас есть семейные традиции, вы должны их соблюдать. И если вы что-то пообещали, вы это сделаете. И, может быть, если чье-то мнение вам высказали, вы будете его слушать, прислушиваться. Вам будет интересно, вы будете думать, что если вы нарушите что-то, человеку будет плохо, раз у него такое мнение. Вы все время это все анализируете. Соответственно, вы считаетесь с чьим-то мнением, вам интересно, что думают о вас, и вы соблюдаете традиции, стараетесь их соблюдать, или их, по крайней мере, уважаете, и религиозные традиции тоже на вас влияют.
Может, вы бы этого не хотели, но влияние есть. Что было вами построено в жизни? Двойка кубков. Союз, любовь была построена. Ну, если это развод, то уже вот здесь, да, то вы уже, может быть, и потеряли, но вами был построен союз. Очень интересный союз, очень сильный. Может быть, он был прочным, любовный союз или даже деловой. Но чаще всего любовный по двойке кубков. Здесь влюбленные, да, такие. Но у вас идет и новый этап в жизни, любовный союз, или чей-то союз с кем-то, да, и тот союз, который вы построили. Так что, может быть, это обновление каких-то отношений. Такое тоже здесь вполне проигрывается. Интересно. Ну, хорошо. Давайте теперь посмотрим советы от карт Таро на Cosmic Visions. Я только сейчас подумаю сначала, хорошо? Потому что вот тут очень такие карты всегда выпадают интересные. Ну, карты здесь как показывают, что ваш дух стремится к тому, чтобы жить как-то вот, не знаю, на земле, в своем спокойном селении, в своем доме, в коттедже, в хорошем месте, в хорошей, может быть, стране, в долине, где идет такая спокойная, теплая, размеренная жизнь. И высшие силы, они говорят, что это хорошее устремление, потому что это духовное устремление, что вы могли бы там сделать очень много хорошего, светлого, да, что вы могли бы там каким-то образом закрепиться, действительно купить дом, жить в достатке и кому-то помогать. Ну, то есть быть в этом городе, селе, там, не знаю, небольшом специалистом, может быть, или человеком, который, ну, что-то делает для этого места. Понимаете? Это же важно. Важно сделать не всему миру вот что-то, а даже какой-то группе людей. Это уже большая польза. Вы даже если какой-то город поддерживаете, допустим, один специалист, там, кардиолог на весь город и так далее. Ну, это может быть что угодно, да. Но есть обратная сторона. Мы здесь видим оборотня, и мы видим пеликана. А пеликан — это такая птица, ну, здесь это император, да, ну, и пеликан, ну, 4-й аркан, да. Это такая птица, которая ради других может вырвать себе сердце. Или вырвать себе кусок на груди клювом и накормить кровью своих птенцов, понимаете? И я понимаю, что это значит, что вы пожертвуете собой ради всех этих людей, и это оборотень, обратная сторона этой ситуации. Что, живя вот так, ну, в каком-то тихом, спокойном месте, где вы для всех что-то делаете, вы будете знать, что вы вот кладете свою жизнь туда, на это, и это будет обратная сторона. Готовы ли вы взять на себя эту ответственность? Вот высшие силы, они вам советуют ее взять. Ну вот такая позиция номер 3. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал Школа Таро Альвиен. Жду ваших... лайф и канал Гадания, Заговор, Ритуалы Карина. Всем пока, до новых встреч. Жду ваших комментариев.